Такая модель называется трэш-трек. И у нас есть вот такие вот роботы, и они должны сделать задание. По утилизации мусора? Да, по утилизации мусора. Модель, разработанная резидентами школьного технопарка, заслуживает особого внимания. Детский взгляд на взрослую проблему загрязнения экологии с первого взгляда покоряет и главу столицы, и тех, кто так или иначе связан с робототехникой и инновациями. Мы сегодня в Якутске проводим конференцию, посвященную дальнейшему развитию наших школьных технопарков. Якутск в этом направлении один из лидеров и Дальнего Востока, и мы на самом деле находимся на передовых позициях и в России. Сейчас, конечно, уже встает вопрос о том, чтобы мы выходили на новый уровень. Школьные технопарки как ресурс, опережающий подготовки кадров. Конференция, организованная Управлением образования Якутска, проводится с единственной целью – обеспечить республику по-настоящему ценными кадрами в области IT-технологий. Технопарки, которые начали появляться в школах города, стали первым этапом трехлетней программы. Это краткосрочная программа по созданию школьных технопарков. Было выбрано 5 пилотных площадок, это 4 школы и дворец детства. Наша задача за 3 года обкатать модель и потом распространить ее по школам города. Первые результаты такой опережающей подготовки налицо. Юные программисты ведут совместные проекты с резидентами технопарка Якутии. Благодаря этому уже в 15 лет они смогут стать авторами самых разных разработок в сфере IT, начиная от биотехнологий и заканчивая строительством. Потенциал юных резидентов подтверждают и высокие достижения в соревнованиях по программированию. Ну все, поехали. Созданные школьные технопарки уже сейчас показали, талантливых детей в Якутске немало. Многие из них уже сегодня своими работами и роботами завоевали признание своих взрослых коллег как на региональном, так и всероссийском уровне. Анна Ерыгина, Роберт Набиев, Вести, Якутск.